товарищи, к сожалению, мы не вечны в этой жизни, в серединном мире, в делах, в наших должностях. Эта истина всем известна. Однако в текучке повседневной своей жизни не все придерживаемся этой христианской истины. Не придерживаемся мы христианской морали, нравственности. Не всем Господь Бог дает возможность по себе оставлять добрую память, когда уходим в иной мир. Но сегодня речь пойдет о человеке, о светлом человеке, который оставил добрую память по себе в своих делах, в своих творениях, в своем творчестве, в своих учениках. Прошло ровно 8 месяцев, как с нами нет талантливого руководителя, основателя хореографического колледжа, его директора, художественного руководителя, педагога, заслуженного работника культуры Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, лауреата Государственной премии имени Платона Алексеевича Аюнского, обладателя премии «Душа танца» журнала «Балет», стипендиата Национального фонда возрождения Баргары, члена СИК ЮНЕСКО, дорогой и любимой близкими людьми Натальи Семеновны Посельской. В этот торжественный день мы собрались для открытия мемориальной доски в ее светлую память, как дань высочайшего уважения и преклонения всем ее земным делам, за все то, что творила, оставила доброе, светлое после себя. На церемонии открытия мемориальной доски на доме, в котором она жила, приуроченной к дню ее ангела, дня рождения, присутствуют члены ее семьи во главе с Христофором Афанасьевичем, коллеги по работе, многочисленные ученики, друзья, товарищи по жизни, представители Министерства культуры Республики Саха-Якутия, профсоюза работников культуры, близкие родственники, земляки, народные депутаты Республики Саха-Якутия, Сюльский Сергей Августович, Поисеева, Альбина Иннокентьевна и другие. Торжественное собрание, посвященное открытию мемориальной доски памяти Посельской Натальи Семеновны, я считаю открытым. Слово представляется Сюльскому Сергею Августовичу, близкому родственнику, народному депутату Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Дорогие участники сегодняшнего мероприятия, вот, как сегодня сказали, уже 8 месяцев, как нет с нами нашей Натальи Семеновны, дорогой нашей, которая внесла очень значительный вклад в развитие культуры нашей республики и, в частности, в развитие хореографического искусства. Родившись в Чероптинском Улусе районе, она познала с детских лет тяготы жизни, когда ее мать Аксинью Васильевну осудили, и она отбывала заключение. Ее родственники и близкие приняли участие, очень близкое участие, посильное участие в ее воспитании. Закончив школу, она поступила в Новосибирское хореографическое училище, которое успешно закончила и, вернувшись, получив специальность хореографа, вернулась в родные стены, в республику и долгое время работала на ниве искусства. Она создала многие неповторимые образы, как артист балета. Также велика ее заслуга как педагога, как организатора училища хореографического искусства. Благодаря ее напористости, ее решительности, решимости и целеустремленности было создано хореографическое училище, единственное на северо-востоке, Дальнем Востоке учреждение, которое готовит артистов балета.
Планы ее были очень большими, и, к сожалению, она не успела все свои планы претворить в жизнь. Это и создание института, возможность предоставлять окончившим хореографическое училище высшее образование здесь же, в родных стенах, в родной республике. И также защита кандидатской диссертации, которая уже была на подходе, которая уже была защищена. Ну и, конечно, дальнейшее развитие хореографического училища, его материальной базы и воспитание студентов, которые обучаются в этом уникальном учебном заведении. В этом доме сегодня мы открываем мемориальную доску, где она жила и творила, где рождались ее мысли, замыслы, идеи, где она встречалась со многими своими единомышленниками, и где мы, ее родственники, часто находили помощь, поддержку от нее непосредственно и от ее супруга Христофора Афанасьевича, ее семьи. Я хочу, чтобы память о нашей Наталье Семеновне навечно осталась в памяти нашего народа. Ее заслуги не будут забыты всеми, кто непосредственно соприкасался с ее деятельностью и творчеством, но и всем будущим поколениям. Кто представляется народным депутатом Государственного собрания Тюмень Альбина Иннокентьевна Моисеева. Уважаемые коллеги, родные, почитатели таланта Натальи Семеновны, воспитанники ее. Вы знаете, вот человек Наталья Семеновна действительно очень ярко, как метеор, пронеслась ее жизнь, а сделала она очень многое. И самое главное, она воздвигла себе памятник. В этой связи я хотела бы вспомнить один момент. Это почти 20-летней давности, период моей работы в правительстве республики, когда курировала культуру. И в конце рабочего дня буквально влетела в мой кабинет Наталья Семеновна, и мне, человеку далекому от балетного искусства, так, не скажу, что лекцию, да, но такое рассказала, и даже я представила в мыслях и перед собой, что такое возможно в городе Якутске. А это было связано с тем, что хореографическое отделение училища хотели закрыть, и стоял вопрос о передаче в городскую собственность. И тогда Наталья говорила: вот надо обязательно у нас в Якутске открыть хореографическое училище, чтобы наши дети здесь на месте обучались и были окружены любовью, вниманием, и мы себе вот в республике создадим свою балетную школу. Действительно, в те годы, когда все разваливалось, трудно было отправлять учиться в те знаменитые хореографические училища. И если бы не тот шаг, не тот энтузиазм Натальи,
то, возможно, у нас был бы пробел вообще, ну, отсутствие, возможно, на какой-то период артистов балета. И ведь ничего не было. Вот этого училища не было. Вообще вот не предполагалось. И ведь за такое короткое время только вот ее энтузиазмом, ее инициативой, ее целеустремленностью, трудоспособностью и огромной убеждающей силой сегодня действительно у нас в городе Якутске построено, работает, выпускает хороших артистов, работников искусства и будущее нашего якутского балета, настоящее и будущее. Вот в этом я вижу ту высоту человека, женщины, работника искусства, который ставит цель, достигает, реализовывает своими силами. Это мало кому дано. Наташа в этом деле, Наталья Семеновна, в этом деле далеко впереди и высоко-высоко сегодня вот реет над нами. И очень хорошо, примечательно, что сразу же указом президента республики то ее детище, и в честь которой, в честь своей матери она воздвигала это училище, сегодня носит их имена. Имена матери, дочери, имена зачинателей, создателей балетного искусства в нашей республике, от Ксении Васильевны Посельской и Натальи Семеновны Посельской. Сегодня вот эта доска будет напоминать всем нам ее светлый образ, и нам, ее сверстникам, сверстницам, будет напоминать те дни, те моменты, когда мы с ней общались, когда мы многое обсуждали, мы землячки, и у нас не только вот та встреча была, много и простых встреч было, и на ее отчетных концертах столько радости, столько гордости за своих воспитанников она испытывала. И мы это видели, мы это чувствовали, мы завидовали ей. Мы ей завидовали. Я уверена, что память о Наталье Семеновне будет с нами, будет в этих детях, ради которых она жила, работала, мечтала, и эта мечта осуществляется. В Париге детки, будущие артисты нашего якутского балета. Ну, не обязательно якутского, может, кто еще, какие зарубежные театры поедет, может, какие на российских сценах, подмостках будет танцевать. Успехов вам! Слово предоставляется заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Михаилу Михайловичу Донскову. Дорогие друзья, сегодня, 12 апреля, это, как весь мир знает, День космонавтики. В 1961 году впервые, как говорится, гражданин Союза Советских Республик полетел в космос. И началась, как говорится, огромная такая жизнь и развитие эпохи всей Земли. В этот же день родилась наша любимая, неповторимая и всеми уважаемая Наталья Семеновна. Наверное, Бог видит, именно почему-то
первый космонавт полетел 12 апреля, а не 13, не 11, а именно день рождения Натальи Семеновны. Мне кажется, это тоже, наверное, не так. Наверное, жизнь и вот эти наши знаки обозначены таким образом. Ведь Наталья Семеновна, благодаря ее усилиям, ее характеру, ее устойчивости и настойчивости, балетное искусство нашей республики, можем с гордостью сказать, что по всей России, а конкретно по Дальнем Востоке, развивается с таким успехом на сегодняшний день. Вот я буквально был в командировке в Хабаровске. Мы, республика, в связи с 380-летием образования, должны организовать в Хабаровске в сентябре месяце дни нашей республики. И хабаровчане, с кем мы встречались, все просили: уважаемые друзья якутяне, перевезите в дни Республики Саха-Якутия балетное искусство Якутии. Хабаровчане, они с достоинством и с гордостью просят. Мы надеемся, что это благодаря тем усилиям вот матери и дочери, наверное, да, и Натальи Семеновны, и ее матери, вот ихние успехи, ихние результаты труда, кропотливого труда. Вот это и есть признание деятельности Натальи Семеновны. Отрадно, что в день рождения Натальи Семеновны мы открываем памятную мемориальную доску, которая будет нам напоминать, и, скорее всего, это направлено для подрастающего поколения, будущих наших деятелей балетного искусства, которые будут с гордостью, значит, творить и развивать наше искусство. Я хотел бы обратиться вот к молодому поколению. Равняйтесь и держите планку, которая установила нами всеми уважаемая Наталья Семеновна. Всем те, которые сегодня пришли, значит, дань уважения Наталье Семеновне, большое спасибо. И хотелось бы пожелать всем удачи. Спасибо. Слово предоставляется нашему маэстро, известнейшему нашему музыкальному деятелю, почетному гражданину Республики Саха-Якутия Галина Михайловна Кривошапка. Стою спиной, неудобно, слышно, да? Дорогие друзья, все те, кто пришел сегодня в этот светлый день, вспомнить такого необыкновенно светлого человека, какой была Наталья Семеновна Посильская. И я бы назвала эту эру эрой Посильских, потому что Наталья Семеновна родилась у балерины и с последним дыханием она думала только об одном – о балете. Вся ее жизнь этой необыкновенной женщины, выдающегося организатора. Мало придумать, важно ведь сделать, добиться. Будучи фанатом, она была фантастически одарена талантами, самыми многогранными и разными. Когда я бываю далеко, бывала, меня спрашивали: а что же у вас есть в Якутске, в столице республики? Я говорю: ну как что? В Якутске есть 7 действующих театров, цирк. Есть театр оперы и балета, есть классический балет, где идут постановки Григоровича. Мне говорят: ну что вы фантазируете, этого быть не может. Ну почему же не может? Приезжайте.
Посмотрите, какие у нас танцоры, какое у нас училище, и что у нас высшее балетное образование. Все, весь вот этот квартал, это все дышит Натальей Семеновной. Все. Я благодарна правительству Якутии за то, что оно всегда уважало и поддерживало деяния Натальи Семеновны, что ее поддерживало Министерство театра оперы и балета и, конечно же, родное дитя училище. Такое училище, какое выстроила вам Наталья Семеновна, ему завидуют приезжие самые знаменитые артисты. Говорят, что такое училище нужно поискать в России и за ее пределами. Вот какое наследие оставила вам Наталья Семеновна. От скромного балета Марка Николаевича Жиркова «Полевой цветок», который танцевала первая профессиональная балерина Ксения Васильевна Посельская, до балета Григоровича «Лебединого озера», «Ромео и Джульетта», которую вы подарили зрителям Якутии и многим-многим тысячам людей. Вы знаете, я считаю, что вот все ее дела вы должны запечатлеть своим трудом. Посмотреть на ваше училище, побывать там. Там преподают люди также фантастически преданные балетному искусству. У вас прекрасное общежитие, чисто, красиво, вас вкусно кормят, у вас дежурит врач целые сутки. За вами следят умные преподаватели. Они помогают вам в жизни, в труде учиться, показать себя трудом своим, усердием к танцу. Пожалуйста, поддержите вечно имя Натальи Семеновны Посельской. Новых вам блестящих постановок, и пусть имя ее с честью передается последующим поколениям. Спасибо вам, дорогие. Спасибо, Галина Михайловна. Слово представляется представителю родного Чароптинского улуса Герасимова Валерию Петровичу, начальник управления культуры. Якутский город, Джоханмана Джонасек Гете, Сака, Судукихите, Бихибидой Дулахпат, Наталья Семеновна Посельская, Сюдатага Сугурия, Кинетураби Кунугар, Кинетугар Саддык Сананы, Кереталы, это как бы бардемут. Тойукка тойлу тогустан тоддок, ырыагыллама катын чырамна чурапчы ораксан, бай, жонунан, кинегал мастырын көмісті хук, кинегал тас жоқтағаны хук. Ол күніман бай кені жонунан. Бұл Наталья Семеновна күддік,
südü talanına döndür veskenler, sakabı sirin saydıdıgar, kanlı bağırayı getigar, südü kıladı killet bit, uğutiyen turan talanına dön veskevi siddire. Min çorapçı John'u sergeten atıttan, Natalya Semyonovna'nın bu kepsenir künge gelen turamın, bu kudret yapın bakarabın. Çorapçı John'un atı yapın bakarabın. O kuddus rüyatçılığı eligir isteyin, John Canalı, Bolot Batur, kün girimine, mekada da durap, Alexey Brodnikov, Bekti Sapronov, artistler Pyotr Reshennikov, Mikhail Sepsev, Nikolay Slepsev, Anastasia Lytkina, Darya Barashkova, Ученый Григорий Барашков, Башарин, Евдокия Коркина, Красильников, Сахабастребальная Таксиния, Посельская, Хидогуддук, Чорчеттангиская Донаттан, Баратроков, Бихичоровчи Джона Сергете, Наталья Семеновна, Бу Südüvaydarın, Sakamuk, Ulu Jonların, Atın kıttetenge, attı bit, ketkelehenlere turura bit. Natalya Semyonovna, kaydakta kurduk bilen yıpıtın bu mininin epit, dönerektiler tındılar. Toğuktağını, kihikihatın nespet etbe kuletin, toğuk bar küyhün oğun, toğuk bar satılın nimatın bartılı uğran turan, sakatın silin tuhugar, saka omuğun tuhugar, saka iskustuvata, sakam küyte, saka baliyata, an duyduga taksarın, an duydun aran, kini talanna oluru, bihi duyduğutun, atın ulu muhtar, ulakan tühürgeler yer, diyen attatalının tuhugar, ulakan yılanı, elbevleni, tobbar, küyün oğun, tobbar, barıtı uğran toylulardan bihi varı bitkili bilebit, bilinebit, onunla maktana sanıyıbit. Ondan min bu kudduk tez yapın bağırıbın, ulu öksüküle öksü tıllarından Natalya Semyonovna keremez kihi, keraatın, kelerken çarık çakka bihi kepsiyek bit, kığı soğur yatıgar, oğluğa toyguruldık bit, koyuk kıtçat, kohonugar, kıbıt yapıt demin, erendiribin. Natalya Semyonovna bir doydulatların, çorapçı, культуратуль хэттерин аттырытта. Спасибо. Слово предоставляется Карлу Георгиевичу Башарину, профессору, академику Академии духовности Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Дорогие друзья, коллеги, учащиеся училища, прав был Фердоуси, который сказал: все в мире покроется пылью забвения, лишь двое не знают ни смерти, ни тлена, лишь дело героя да речь мудреца проходит столетия, не зная конца. Наша Наталья Семеновна и есть героиня и мудрый человек. И сегодня мои предыдущие ораторы сказали все о том, что она сделала для нашего народа, для нашей республики, для России и для мирового искусства. Вы, будущие продолжатели ее дела, будьте активны, бесстрашны в поступках, неутомимы в действиях, как Наталья Семеновна, чтобы стать творцами
своей достойной жизни и истории страны. Благодарю. Слово представляется народному артисту Российской Федерации Республики Саха-Якутия Альбина Михайловна Борисовой Кычкина. Дорогие друзья, сегодня мы все здесь, в этот солнечный день, собрались здесь, чтобы чествовать славное имя достойной дочери своего народа и своего времени, своей эпохи, Натальи Семеновны Посельской. Достойным завершением ее короткой, но очень яркой жизни на этой земле является создание, строительство, претворение в жизнь хореографического училища и также примыкающего к нему интерната и создание и претворение на сцене нашего театра прекрасных балетов мировой классики. Не каждому человеку дано выдержать и вынести это на своих плечах, но хрупкие плечи Натальи Семеновны выдержали. И сегодня, в этот весенний день, дорогие ребята, я думаю, вы никогда этот день не забудете, потому что в каждом из вас живет ее горячая любовь к вам, к своим детям, к прекрасному искусству балета и к тому светлому будущему, которое вас ждет. Классический балет на вечной мерзлоте, может быть, это не всегда понятно каждому, но тем не менее он живет, он растет, он процветает, он становится прекрасным. И имя этому светлому делу дано женское: Аксинья Васильевна и Наталья Семеновна. Берегите эти имена, помните о них. Пусть эти имена живут в ваших сердцах и тянут вас к прекрасному, светлому, большому, классическому балету на нашей земле. Любите эту землю так же, как любила эту землю ваш директор, ваш педагог, ваш учитель с большой буквы. И несите это светлое и прекрасное в душе каждого из нас. И это будет самым прекрасным претворением всей мечты жизни Натальи Семеновны, чтобы балет жил, процветал на вечной мерзлоте. Светлая память Натальи Семеновне Посельской, светлая память всем тем прекрасным людям, которые возложили дань, которые отдают свою жизнь на ниву просвещения, тяги к прекрасному, любви к прекрасному. И пусть это прекрасное живет всегда в каждом из вас. Да здравствует балет, да здравствует искусство, да здравствует светлое и прекрасное в нашей жизни. Спасибо. Спасибо. Слово представляется заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия Христофору Панасьевичу Сметанину, супруге Натальи Семеновны. Та манна кэлбит бары кинили уластыр кини үреппин оолоро таварыстыра ноғоттыра кинили бүгүн атын солун өйдөн санан келен тураргытыгар улаханнык мактанабын онна баһыбалыбын бу диэҕэ Наталья Семеновна тоқ бар айар үлете тоқ бар талаана тоқ бар бу үнкү балет тугу бар дуухата ыйаханаата битинүтө бу диэҕэ хаалбыта онна бу диэҕэ билигинде кинигер бар булуактаах кини үлетиттен кийде даганы улахан орону барманнык сытынан кебиһэн баран тулайтто барыта үнкүү кинигете үнкүү кумаагыта ону хуруяр ону берияр нар онтуеннен эре жарыктанар эте онун кара өлүөр диэри өлүөн икки хонук иннин наар этен турар
Min kühüm hayandağını klas barbaramın öğretiyen de. İkke onu kalbıda. Eliyan. Onu vakadılı kini öler hanata hava onu vakadılı sin bir ünkütün baliyetin sanı yapıda. Min keldağımaya banyisat idamaya kaya erimonun ülete haydağayı ontuğun mantılan haydağayı diyenler o çoğutatan taksarete. Ol kurduk bu училищетин bu üdetin kara ölüyor deri sanı onu gölge olduğu var hıppıda. Onu ontuğun ille var bıda. Onun kinini bu vasıtan kini bu elbette bir üyetin o hatar mamiyene kalem torar gıtıtlanmaktan avın değişmeye arkadaşlar. Дорогие друзья, добрая память о Наталье Семеновне Посельской навсегда останется в нашей памяти, память народной памяти. Ее дела, ее творчество продолжат ее коллеги, ее ученики, ее дети, ее внуки. Мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, будет как символом ее добрых дел в этом серединном мире. Приступаем к открытию мемориальной доски памяти Натальи Семеновны Посельской. Мемориальная доска открывает ее внуки Аркадий, Андрей и Алисия. Алисия. Пожалуйста. собрались в особенный день, 12 апреля, для нашего коллектива, день рождения Натальи Семеновны Посельской. Это особый день и для нас, и для всего человечества. Это полет человека в космос и рождение нашей любимой Натальи Семеновны. 12 апреля мы отмечаем каждый год. Буквально в прошлом году мы отметили 65 лет со дня рождения нашего директора, художественного руководителя. Биографию Натальи Семеновны очень многие хорошо знают. Написано много статей о ней. Но Наталья Семеновна всегда старалась, говорила, чтобы о ней много не говорили. Но тем не менее, сегодня, в этот замечательный день, хочется сказать очень теплые слова этой великой женщине, удивительному человеку, очень целеустремленному, любящему человеку наше искусство балет. В этом году, 29 июня, исполняется 65 лет первому якутскому балету «Полевой цветок». И я бы хотела зачитать маленькое поэтическое содержание этого балета. И мне, как показалось, эти слова очень подходят рождению нашей школы. Робкий нежный росток появляется из-под земли и тянется к свету, к солнцу. Он олицетворяет лучшие человеческие чаяния и устремления. Темные силы зла пытаются погубить хрупкое растение, но его жизненные силы добра побеждают. Стебель растет, крепнет, и вот на нем расцветает чудесный цветок, олицетворение красоты, добра на земле. Вот таково поэтическое содержание первого якутского балета.
И эти слова очень тепло и ярко подходят нашей школе. Школа родилась в период, когда в стране происходило много изменений. И вот именно в этот момент появился такой маленький росток, островок счастья для якутских детей, где в этом островке, в этом училище наши дети, якутские северные дети, могли получить образование и получить прекрасную профессию артиста балета. Все начиналось очень трудно. Я была свидетелем очень многих событий, когда Наталья Семеновна прорывала по своим характером, своей решительностью многие двери нашей республики, нашего начальства. Она была глубоко убежденным и убедительным человеком, умела убеждать в своей правоте, в своих делах. В жизни Наталья Семеновна была удивительно простым человеком. Артистка, закончила Новосибирское хореографическое училище, проработала в театре солисткой балета, танцевала все ведущие партии того периода. И самое интересное, что удивительно, Наталья Семеновна была огромная тяга к учебе. Она успела в своей жизни получить все образования, какие можно получить по балету. Это училище, это педагогическое отделение училища Вагановой, это ГИТИС имени Луначарского. И тяга ее к знаниям, ее порыв к жизни, ее целеустремленность позволили ей открыть такое учебное заведение, уникальное учебное заведение, в котором на сегодня учатся 100 детишек, а закончили уже более 200 артистов балета, которые украшают сцены Якутского театра оперы и балета и Национального театра танца. И все по праву они считаются учениками нашей Натальи Семеновны Посельской. Мы даже до сих пор не можем поверить, что ее нет рядом с нами. Как будто вот Наталья Семеновна просто куда-то уехала ненадолго в командировку. Вот с таким ощущением мы живем, работаем сегодня. И сегодня мы очень рады и горды тем, что наша Наталья Семеновна, наше городское управа, правительство открыла мемориальную доску в нашем городе. Возможно, в будущем назовут улицу ее именем. Возможно, будут государственные премии ее имени, будут стипендии, будут конкурсы. Сделано очень много. Каждый год, каждый месяц это событие в ее жизни. И она торопилась. И, возможно, она чувствовала, что вот, надо торопиться. И сделала колоссальную, много вещей для нашей республики в целом. Наши детишки, благодаря Наталье Семеновне, побывали в разных странах. Они участвовали в многочисленных конкурсах. Побывали в Америке, в Австралии, в Японии. Благодаря Наталье Семеновне наш якутский балет, наше училище, ныне колледж, знает вся страна и мировое сообщество балета. Наталья Семеновна член СИД ЮНЕСКО, являлась членом международных конкурсов. И самая главная победа – это Наталья Семеновна своим энтузиазмом, своим отношением к своей профессии пригласила к нам в Якутию видного деятеля нашей планеты Юрия Григоровича, который подарил нам 2 своих выдающихся спектакля. И на сегодняшний день это визитная карточка нашего театра. С таким репертуаром мы можем выезжать в любую страну. Наталья Семеновна в пору своей деятельности приглашала очень многих видных деятелей. Вот Валерия Иосифовна Уральская, главный редактор журнала «Балет». Ее знали все буквально. Когда выезжаем на гастроли, командировки, на фестивали,
Просто нет человека в России, кто не знает нашу Наталью Семеновну. Большой гордостью для якутских артистов и педагогов является то, что Наталья Семеновна стала учитель 2004 года. Получила знаменательный приз «Душа танцев». Действительно, маленькая, хрупкая женщина сумела создать в далекой Якутии на севере школу, в которой русский классический танец стоит в основе. В колледже сделано немало, очень много экспериментальной деятельности Натальи Семеновны. Это открытие первого экспериментального класса в 1992 году, когда для якутского балета потребовалась скорая помощь артистов балета. Был сделан набор 6 лет обучения. Балерина Якутии Потельской Арсении Васильевны. От всей души желаем творческих успехов и дальнейшего процветания. Это открытие здания в 1995 году. Америка рукоплескала нашим студентам. В Америке Сарел Афанасьевич получил сертификат на обучение в стажировку в Австралию. В эти дни 2 наших выпускника участвуют в международном конкурсе артистов балета «Арабеск». Мы очень гордимся, что нашу школу посетил Владимир Викторович Васильев. Училище выпустило 9 выпусков. В этом году у нас 10-й выпуск. Народное отделение. И самое главное достижение, мечта Натальи Семеновны – это высшее образование артистов балета. В 2010 году в Арктическом институте нашего города Наталья Семеновна открыла кафедру искусства балета. На сегодняшний день учатся более 20 наших выпускников, артистов якутских театров. При огромной загруженности Наталья Семеновна успевала сделать и методички. Выпустила 4 пособия, уникальных пособия. Организовывала научно-практические конференции. Просто удивительно, как она все это успевала. Пыталась исследовать нашу антропологию. И благодаря научному подходу Наталья Семеновна в 2004 году открыла экспериментальный класс, в который мы приняли детей после 1-го года обучения в общеобразовательной школе. Ныне они уже 5-9 класс и танцуют очень сложный репертуар. Наталья Семеновна балерина, и она сумела поднять хозяйственную часть этого учебного заведения. Она строго следила за каждым залом, за каждой дверью. И вот эти двери она поставила, я помню, говорила, что двери – это главное
входящий человек должен видеть, куда он входит. И эта сцена, построенная Натальей Семеновной, она была уже на 2,5 метра. И, найдя средства, она расширила эту зону, в которой выступают наши учащиеся. И зрительный зал она оборудовала, тоже приподняв. Каждое лето она проводила ремонт. Наталья Семеновна — главный редактор нашего, возможно, единственного в республике журнала о балете «Вестник училища», к которому привлекла своих коллег, педагогов, писать о своей жизни, о своих достижениях. Сегодня, в день рождения нашей Натальи Семеновны, мы подготовили концерт посвящения. Но до концерта я хочу пригласить на сцену Пелагею Дмитриевну Потапову, которая в прошлом году посвятила свое произведение нашей Наталье Семеновне. Пожалуйста. Наталья Семеновна Посельская, Сырдыгатыгар. Сарсырдағы сарың, сардағытын сырса, соргулақ санағын торық сору, сергектік сегейен, дайықча дугунан, әрчімнен қардынан инники жолуға, сырдық тас түндіктер үйерағын кәсін, күнделес күлімер күліп күн кехере, үрдік кең аннары, кичелlik ahangın, sakalı seriner kepsengnen sehergen, kaz bildi oğu bolgonda duhayan, günlere ölen sağalar pararın. Orguyor ıtıllar olup pütühütten, kırcığı tuhtanda ürdüktük tutarga, törebit töldağa, norukka doyduga, vostu baltaptalı, bömeyden iterge, gün sirin köddörbüt, gün kübeyden mutun, iyeni, ağanı, gündütük sanırga, üleni mereği, cereli kantaran, ünerge saydarga, jolurda olarga, uguy but ıngır but, telende tılların, süyünen sürekka, etteğe, erçimi, eni gözümeğin, ılımıdık çatın, gün bugün kergeter tiyatr süyanatın, bağır bıt sanağın bardın dolaran, al sarga atlatar sakatın norotun. Sanağını kötüge sürgeni dolguda, sıralar hülağa sığınağın billere, sağlattan doğrayar, brava, biz kaygalgın. Siyelerek sibekki, cerbetin kuhanın, sığınağa taksanın, nöyen durargın, öydüğe öğütün, ünkühüt gölüenen. Sen yanan tügenler, kergenin kıtarı, senmetin sedengin jarbaya sırcangın, keskiller bulanın torumun dolkuydan, kelerken keretin, tüsteni verer git. Mökkörder, cükkörder, canırdağ bekken, onunan sılları ötörü köröngün, ürdükten ürdügü, davatar anallah, yörekken anların, tereğen barbıkkar, üyesas mahtanı, taptallah dorotun. Вот уже 8 месяцев мы работаем в новом составе. Нынешний директор, очень молодой специалист, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ирина Александровна Паков. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие почитатели таланта Натальи Семеновны, учащиеся, воспитанники Натальи Семеновны, коллектив. Мы поздравляем вас всех с этим днем, ярким, радостным. 12 апреля, в День космонавтики, родилась наша Наталья Семеновна. И этот день для нас очень знаменателен. В этот день мы сегодня завершаем
неделю, которую посвятили мы ее творчеству, жизни. И называется эта неделя «Жизнь и творчество Натальи Семеновны. Продолжение». Жизнь продолжается, и то, что она создала за очень короткое время, как бы действительно молниеносно, мы все получили буквально в наследство, и даже ту команду работников, преподавателей, которые научились профессионализму, как вести дела действительно, да, и вот действительно то, что человек оставил после себя, и это работает, это очень дорогого стоит. Действительно, тот труд, который она вложила всю свою жизнь, оно имеет продолжение. И она как человек, как лидер своей, можно сказать, эпохи, для нас является большим примером. И те, кто учились, тут есть выпускники у нее, они, можно сказать, буквально счастливые люди, которые могли перенять мастерство у этого уникального человека и благодаря ей могли прикоснуться к высшему искусству балета, к мэтрам, с Григоровичем, с Васильевым и другими великими балетмейстерами. Это просто уникально для нашей маленькой Якутии, которой даже миллиона населения нету. Вот представьте, какое это имеет большое значение. Может, мы сейчас не придаем этому такого большого значения, но действительно, меньше миллиона, и к нам именно в Якутию приезжал Григорович ставить 2 огромных полотна, которые везде ставятся, и за рубежом, и везде. И тем более, чтобы поставить балет, это нужны были артисты готовые, чтобы могли осилить эти произведения. Он специально приезжал смотреть на детей, на труппу, на артистов балета, смогут ли они выразить в полном объеме то, что он сотворил, и могут передать это зрителю, людям. И то, что он приехал, поставил, это была большая оценка мастерства наших педагогов. И, конечно же, не обязательно нужно учесть то, что его приезд был связан только с именем Натальи Семеновны, ее волей, ее мечтой, когда-то обещанной Михаилу Ефимовичу, когда он только выстраивал эти здания, он просто верил той энергетике, то, о чем говорила Наталья Семеновна ему, что скоро у нас в Якутии будут выпускаться артисты, полноценные артисты балета, и что на сцене Якутского театра будет «Лебединое озеро». Это была большой мечтой, это была целью, и нужно было это доказать, и непременно это должен был поставить Юрий Николаевич Григорович. Только она смогла действительно это сделать, поехать, поговорить, уговорить, и действительно это мы имеем сейчас, и рады этому. Вся республика рада этому. Я горжусь тем, что я не только в рабочее время с ней сталкивалась, но все 24 часа в сутки, наверное, поскольку я являюсь невесткой Натальи Семеновны. В доме она абсолютно другой человек, на работе требовательный, очень справедливый, очень для руководителя с перспективным, дальновидным видением. Это не всем такое дается. А дома очень мягкий, добрый человек, мама, бабушка. И люди удивляются, не представляют, какая она может быть дома, да? И вот год мы учебный год завершаем. Для нас это было испытанием. Получить руководство училища после такого удивительного человека, харизматичного, которого знает не только вся Якутия, но и Россия, весь балетный мир мира. И я считаю, что мы справились с этой задачей. Коллектив очень сплотился вокруг этой идеи. Очень бережем мы наше училище, и в наших планах сохранить и развивать, чтобы наша школа везде звучала, чтобы наши выпускники
не только танцевали на сцене нашего оперного театра, Национального театра танца, цирка, но мы знаем, что в Челябинском театре уже работает Илья Кузнецов. Представьте, все равно тяга к балету, любовь к балету все равно привела его в балет. Наши ребята на конкурсе. Мы на днях, буквально вчера, получили приглашение на конкурс «Русский балет», который устраивает супруга президента Медведева. Под жюри такие именитые люди во главе с Григоровичем, Васильевым и другими. И мы получили приглашение и от Григоровича на конкурс «Молодой балет мира». Так что, друзья мои, дорогие наши учащиеся, студенты, вас ждут на этих площадках. Мы наравне будем танцевать с выпускниками Ленинградского академического академии, Московской академии, Новосибирска, Казани и других учебных заведений. Их немного, их совсем мало. И вот единственная школа, которая есть на севере, в дальневосточном регионе, мы должны гордиться, это наша школа. И сегодня она несет имя двух женщин легендарных. Колледж имени Аксинии и Натальи Посельских. Мы по праву должны гордиться этим и пронести это гордое имя на века. Перед нами такая задача. И мы сегодня перед вами отчитываемся, дорогой наш любимый зритель. У нас сегодня завершающий концерт целой недели. Эта сцена, этот зал был полон все 3 дня, и сегодня тоже полон. И перед вами лучшие номера, отобраны от этих отчетных концертов, которые проводятся каждый год. И заглядывая вперед, мы сразу вас приглашаем на отчетно-выпускной концерт, который состоится 30 мая на сцене Театра оперы и балета имени Сорона Монблана. Спасибо. Мы очень рады, что к нам приходят всегда наши друзья. И среди друзей Натальи Семеновны были очень известные женщины нашей республики. Она умела дружить, она умела одаривать, она умела хвалить, она умела ругать. Но она очень всегда доброжелательно относилась к тем людям, которые ей помогали. Помогали тоже, чтобы наши ученики выезжали на различные конкурсы. И среди ее подруг наша любимая Анастасия Кирилловна Павлова. Пожалуйста. Вечер, дорогие друзья. Я очень рада сегодня присутствовать здесь. Ну, все ждем концерта, поэтому вроде торопимся. Но мы с Натальей Семеновной познакомились вообще-то попозже, не с детства как бы дружим. Я работала главой улуса, когда она приезжала или проезжала мимо моего Вилюйского улуса, в Рубинский улус, где родился ее отец, и они справляли юбилей. И как-то мы сразу притянулись друг к другу, сразу друг друга поняли, и как-то вот очень близко сблизились. И я вот очень горжусь тем, что я была с ней очень близко знакома, и думаю, таких женщин очень мало в нашей Якутии, и в целом, наверное, в России. Вот такие люди, как она, они вот именно двигают жизнь, они развивают нашу жизнь. Поэтому, дети, я очень надеюсь на вас и думаю, что вы будете достойны ее имени. Ну и как по привычке я всегда приношу в память книги в вашу библиотеку. И в этот раз, так как вы представляете не только в Якутии свой балет, но и везде, тут чисто якутские книги, вот города Якутии, декоративные растения, они не только для детей, но и для взрослых. Грибы Якутии и книжка по-якутски.
да, у вас там ежедневный. Так что я думаю, это тоже будет вам в пользу. Успехов вам, удачи, ну и быть достойными такого большого человека. Мы хотим представить непосредственно ученика Натальи Семеновны, выпускника 2000 какого года? 10-го года Михаила Дмитриева. Пожалуйста, Миша, о своем учителе. Уважаемые гости, преподаватели, учащиеся, я считаю, что я счастливый человек, который учился у Натальи Семеновны. Она нас научила быть честными, ответственными и гордыми. Наталья Семеновна была очень требовательной, грамотной. У нас она воспитала дисциплину, ответственность и честь. В жизни она была очень добрая и с юмором. Всегда шутила. Мы всегда чувствовали ее заботу и воспитание. Мы, ее ученики, продолжаем ее дело, неся в себя ту любовь, преданность профессии, которая привела в нас наша любимая педагог и человек с большой буквы. Надеемся, что наши имена будут гордиться наша школа. Мы всегда будем беречь ее честь. Спасибо за внимание. Сегодня развивает классический танец в нашем училище, и у нее среди учеников Юлия Мярина, Анастасия Пестерова, Динара Гасанбалаева, Екатерина Егорова и многие другие, а также мужской класс, она впервые тоже эксперимент в ее жизни, да? Она выпустила мужской класс среди учеников Сарел Афанасьев, лауреат международного конкурса. Кстати, Сарел первый лауреат международного конкурса в нашем училище. Взрослый, я имею в виду, да? И Михаил, дипломат международного конкурса Орлеев, Казахстан. Вот такие ученики Натальи Семеновны. Ну, вот буквально 5 минут, 3 минуты попросила Валентина Васильевна Наумова. Пожалуйста, Валентина Васильевна, я не знаю, что вы... Я от имени выпускников Аксинии Васильевны Басильской, вот они сидят, встаньте, и как коллега Натальи Семеновны, хочу в День памяти от нашего имени в музей Натальи Семеновны. Мы всегда ей дарили в день ее рождения вот фигуры балерин. И мы хотим, чтобы на память было в музее. Спасибо. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на концерт посвящения. Чайковский. Апрель. Постановка Майи Габышевой. Исполняют ученицы 1-5 класса.
Мусоргский. Танец невылупившихся птенцов. Постановка Майи Габышевой. Исполняют ученицы 1-4 класса. Матросский танец. Постановка Дарьи Дмитриевой. Исполняют ученики 2-6 класса.
«Лунная ночь». Хореография Геннадия Баишева. Исполняют студенты 3-го курса народного отделения.
Балет. Куклы-негры из балета «Фея кукол». Хореография Громова. Исполняют ученики 1-5 класса. Весенняя прелюдия. Постановка Виктории Михайловой. Исполняет ученицы 2-6 класса Саная Черова, Ангелина Сивцева, Вероника Бережнова.
Хачатурян. Лезгинка из балета Гайне. Хореография Анисимовой. Исполняет учащиеся 5-9 класса Аня Донская, Вася Кириллин. Гертель. Вариация Лизы из балета «Тщетная предосторожность». Хореография Горского. Исполняет ученица 2-6 класса Тупсуна Татаринова. Чайковский. Вариация из классического ПДД. Хореография Джорджа Баланчина. Исполняет ученица 5-9 класса, обладатель стипендии имени Марии Старостиной Мария Кузьмина.
«Щедрин», «Кармен». Постановка Татьяны Капустиной. Исполняет студентка 3-го курса, стипендиат Риском профсоюзов работников культуры Республики Виолетта Афанасьева. «Адам», ПДД. Постановка Галины и Сергея Афанасьевичей. Исполняют ученики 3-7 класса Настя Платонова, Валера Аргунов.
Адан. Вариация из балета «Корсар». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет ученик 3-7 класса Айтал Ефимов. Чайковский. Вариация феи, рассыпающие хлебные колосья из балета «Спящая красавица». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет ученица 3-7 класса Таня Попова. Минкус. Вариация Базилия из балета «Дон Кихот». Хореография Горского. Исполняет ученик 5-9 класса Николай Попов. Тревский из балета «Конек-горбунок». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет ученицы 5-9 класса Мария Кузьмина, Аина Крюкова, Нюргуна Москвитина, Альбина Посельская.
Дорогие друзья, минуточку внимания. Сейчас у нас будет презентация монографии «Становление и развитие школы классического танца в Республике Саха-Якутия». Вот такая книга вышла в этом году. Это работа, уникальная работа нашей Натальи Семеновны Посельской. Самым ценным и значимым делом в педагогической деятельности Натальи Семеновны является ее научная работа с названием «Становление и развитие школы классического танца». В 2010 году ей удалось завершить очень сложное и интересное исследование по теории балетного образования, защитить диссертацию и быть удостоенной научной степени кандидата педагогических наук. Часть своих секретов Наталья Семеновна описала в монографии. На наш взгляд, основным секретом являлась безграничная любовь к классическому танцу, к прекрасному искусству балета, к ученикам. В монографии представлены истории и актуальные проблемы развития классического танца, балета в Республике Саха-Якутия. Особое место в работе занимает описание комплекса условий обучения классическому танцу учащихся и студентов хореографических училищ с учетом этнопедагогических, антропометрических, природосообразных и культурологических особенностей. Рецензентами работы стали Антонина Афанасьевна Григорьева, доктор педагогических наук, профессор, Валерий Владимирович Ром, доктор культурологии Новосибирской консерватории. И сегодня у нас в гостях доктор педагогических наук Григорьева Антонина Афанасьевна. Просим вас. Директор педагогического института Северо-Восточного федерального университета, научный руководитель Наталья Семеновна. Дорогие участники вот сегодняшнего волнующего каждого, кто здесь присутствует и не присутствует человека вот, вечером. Мне посчастливилось поработать с Натальей Семеновной вот, по ее теме, вот очень интересной, которую сейчас огласили. Вот она, тема звучала также «Становление и развитие школы классического танца в Республике Саха-Якутия». Вот это вроде бы маленькая, тоненькая книжка, но на самом деле такой труд за ним стоит, такие годы, вот много лет, сразу диссертацию она не защитила. Мы почти 10 лет занимались вот этой работой. И в работе над диссертацией Наталья Семеновна проявила незаурядные способности. Ведь не зря говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Она отличалась от всех моих, среди 50, вот 49 кандидатов, 1 доктор наук в моей научной школе. И она отличалась своей женской красотой, грациозностью. Она вот появлялась такая легкая, в конце рабочего дня я только могла с ней работать, да? И такая вот вся сияющая, вся блистательная, эмоциональная, знающая свое дело. Она вот заходила и говорит, я устала, иногда говорила, да, Наталья Семеновна, может закончим? Она говорит, нет, 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 и мы давайте работать. И она вот именно творческий поиск, подвижническое служение избранному делу привели к защите вот, кандидатской диссертации именно по педагогике, где она в работе проявила самостоятельность, мобильность, трудолюбие, трудоспособность. И также она сумела работать с огромной научно-педагогической литературой, сумела сочетать, обеспечить аутентичность теме вот, методических материалов, рациональность целого большого комплекса форм и методов обучения классическому танцу, одному из самых таких главных художественных средств балетного искусства. Это был человек неординарный, чрезвычайно талантливый, обаятельный. И иногда я говорила, ну, может, это такая сложная работа, вот, как вы будете вот завершать, мы будем работать, 10 лет пишем, никак не завершим. Она говорила, это действительно ради служения классическому танцу, который, конечно, за многие столетия в мире модифицировалась, развивалась, но имела свои особенности развития именно в нашем северном крае. И она за эти 10 лет, я видела, она успела открыть первое вот учебное заведение на крайнем севере, готовящиеся вот, профессиональные кадры хореографического искусства. Она мечтала
именно защитила поэтому диссертацию, мечтала открыть высшее образование по этому профилю. И я рада, что сегодня ее чествуют, помнят и не забывают. Я думаю, ее не забывает весь народ Саха. Действительно, она самая яркая дочь республики, народа Саха. Она занималась не только хореографическим искусством, мы с ней помогали в методической работе в Сюлинской сельской школе имени ее отца. Она пока приходила ко мне, мы работали с ней на диссертации, ей много-много звонков было из Москвы, Питера, Алматы, из Улан-Удэ, откуда только не было. И я удивлялась, но с одной, и ругала, говорю, выключайте телефон, когда будем работать. Но с одной стороны она успевала, это не каждому дано, умела налаживать профессиональные связи с ведущими хореографическими школами всей страны и мира даже, мы можем так сказать. Я в то время, оказывается, не совсем это понимала. Она умела сотрудничать и взаимодействовать, эффективно взаимодействовать с властями, с учреждениями, с общественностью всей республики. Ей звонили очень многие родители и выпускники разных лет, из разных уголков мира, страны. Это действительно, я сейчас понимаю, мне дано было общаться с уникальным человеком. И я желаю, Ирина Александровна здесь, да? Ага. Разрешите вручить вам от души букет, который я не успела не изучить в жизни. Да? И желаю, чтобы ее наследники, потомки берегли как самую лучшую реликвию. Хотя я бывала у нее дома, у нее, помню, коллекция уникальная, в мире, наверное, эти статуэты, все дышало балетом в ее доме. Она была хлебосольной хозяйкой. Она была добрейшим, таким широким человеком. И я желаю, как семейную реликвию, чтобы потомки хранили именно ее, и передавалось это из поколения в поколение Посевских, и чтобы Ноланов, именно ее прогрессивный ум, ее стремление к лучшему, целеустремленность. Желаю и успешность. Так, она была успешной личностью. И всему коллективу я желаю, чтобы вы достойно несли звание лучшего образовательного учреждения, который вошел благодаря и в первую очередь именно Наталье Семеновне в федеральный справочник и каталог лучших вузов, лучших учебных заведений России. И я всегда параллельно слышу, изучаю материалы и всегда горжусь и радуюсь за ваш коллектив, за ваши большие и маленькие успехи, за все успехи. Желаю вам такого всегда взлета, успехов, хороших материальных и духовного и материального достатка. И, конечно, чтобы единомышленники ее продолжали. Она вас очень любила тоже, вы стоите, да, всегда про вас рассказывала. Я про многих здесь сидящих в зале и учеников, которые выступали, всегда знала. Она всегда так эмоционально рассказывала, с любовью, чтобы это запоминалось. Да? Я всех вас фактически через нее знаю, начиная от дворника, буфетчицы и охранников, кончая ведущими профессорами, преподавателями. И я благодарна за добрую память о ней, всегда буду рада принимать участие во всех проводимых мероприятиях крупных. Ну и желаю, чтобы также расцветал, и это была ее огромная мечта, чтобы классический танец у нас был всегда на высоте, считался лучшим в мире. До свидания. Наталья, мы вас очень благодарим, и что ваше сотрудничество вылилось в этот труд, и дарим, правда, без автографа Наталья Семеновна, но мы действительно получили монографию на днях, и мы вам ее дарим. Храните ее, это ваш общий труд, ваше руководство. И я думаю, что оно войдет в золотую коллекцию монографий. На наше будущее, дальнейшее сотрудничество. А Наталья Семеновна даже по всей России, она уникальна. Среди хореографов никто не стал кандидатом педагогических наук. На самом деле ее работа была по уровню, по глубине докторской работы. Поэтому если бы
была назвали, конечно, наша вот, монография очень глубокая и высоко ценена в России и ведущими учеными, педагогами. Да? И я желаю вам Спасибо большое. Дорогие друзья, а сейчас самая интересная часть нашего концерта. На сцене выпускники, ученики Натальи Семеновны. Шопен. 7-й вальс из балета Шопениана. Хореография Фокина. Исполняет выпускница 2008 года Елена Ефимова, выпускник 2006 года, внук Натальи Семеновны Аркадий Посельский.
Минкус. Мерседес из балета «Дон Кихот». Хореография Горского. Исполняет выпускница 2003 года, ученица Натальи Семеновны Посельской Анастасия Пестерева. Чайковский. Вариация Авроры из балета «Спящая красавица». Хореография Мариуса Петипа. Исполняет выпускница 2003 года, дипломант международного конкурса «Арабеск», ученица Натальи Семеновны Посельской, студентка второго курса факультета исполнительских искусств Арктического государственного института Юлия Мярина.
Падетруа из балета «Лебединое озеро». Хореография Юрия Григоровича. Исполняют студенты факультета исполнительских искусств Арктического государственного института, выпускницы 2011 года Александра Ларева, Виктория Семенова, выпускник 2010 года, ученик Натальи Семеновны Михаил Дмитриев.
Thank you.